Добрый день. Добрый день все, уважаемые коллеги. Будьте добры, если нас хорошо слышно и видно, поставьте нам плюсики, дайте нам обратную связь, чтобы мы видели и понимали, что все в порядке, связь работает, все хорошо, нас видно и слышно. Добрый день еще раз. Сегодня хотим сначала поздравить всех вас с наступившим уже Новым годом, со всеми прошедшими праздниками. Пожелать вам, конечно же, всем и вашим близким, и коллегам здоровья, и, естественно, хороших ваших деток, родителей, положительных отзывов всегда и во всем. Ну, а сегодня хотим с вами поговорить о педагогических проектах. Что такое педагогический проект? Как он выглядит? Для чего он нужен? Каким образом его можно составить? Для чего он вообще существует? Почему на сегодняшний день возникла такая тематика? Не первый год в нашем учреждении проходит достаточно много конкурсных мероприятий. Конкурсных мероприятий для организаций образовательных нашей республики и для педагогических работников. Каждый раз, когда мы сталкиваемся с экспертизой материалов, мы натыкаемся на некоторую проблематику, которую, в принципе, сегодня бы и хотели озвучить. Поскольку педпроект, он требует особых каких-то направлений разработки, реализации его, возникает очень много вопросов. И когда к нам приходят на экспертизу материалы, которые называются педагогический проект, на различные мероприятия, на различные конкурсные экспертизы. Хотелось бы, чтобы этот продукт, который вы выполняете, был действительно качественным и необходимым для работы в последующем. Почему обращаем на него пристальное внимание? Потому что педагогический проект, который вы разрабатываете, это не просто документ, который вы показали и об этом забыли. Это некий документ, который помогает вам работать в последующем и транслировать свой опыт, свое педагогическое видение для других педагогических работников в образовательной отрасли Республики Коми. Поэтому, конечно же, нам, как специалистам Института развития образования, хотелось бы, чтобы эти материалы, эти документы, эти разработанные вами материалы действительно были качественные, действительно были хорошие и могли с успехом пополнять копилку лучших педагогических практик педагогов Республики Коми. Педагогический проект – это некий такой документ и продукт, который действительно нужно разрабатывать. По итогам нескольких конкурсных мероприятий, прошедших за год, это достаточно большое количество, более 30 конкурсов, которых нам удалось увидеть, посмотреть, в которых поучаствовать, в том числе это были всероссийские конкурсы. Хотелось бы остановиться именно на разработке педагогического проекта. Почему? Потому что, понимая и видя то, что вы нам представляете, мы прекрасно ощущаем то, что вы умеете, вы знаете, насколько глубоко, качественно вы проводите работу, насколько много вы вкладываете в своих детей. Но, к сожалению, не все могут качественно это представить на суд именно экспертной комиссии. Поэтому очень обидно становится, когда ты видишь, что действительно материал-то достаточно хороший, работы проделано много, но она не собрана, не обработана и не представлена в качественном виде.
обидно становится за такие работы, конечно, да, и она не презентабельна, она не выстроена логично, как должна бы вот выглядеть в соответствии с названием педагогический проект. Поэтому сегодня Ольга Викторовна поработает с вами, и вы обсудите несколько вопросов. Во-первых, почему современный педагог должен участвовать в педагогической, в проектной деятельности, для чего это нужно, почему он должен в этом участвовать. Важный вопрос, что такое вообще педагогический проект и его отличие от программы, то есть чем отличается педагогический проект от той программы, которую вы всегда пишете. Чем отличаются педпроекты для нормативно развивающихся детей и для детей с нозологическими проблемами, то есть детей с нозологией, дети с ОВЗ, дети с инвалидностью. То есть в чем их отличие, чем они похожи, то есть на что стоит обращать внимание, когда вы пишете такие проекты, какие требования, какие целеполагания должны быть, как должны соответствовать цели задачи в этом проекте. То есть вот это все подробно расскажет Ольга Викторовна, потому что столкнулись не только мы, но и наши сотрудники, эксперты многих конкурсов, что очень часто как бы некоторые вещи, вот если бы чуть-чуть бы доработать, да, и в принципе замечательный документ, который можно представить на всеобщий суд, на всеобщее обозрение. Поэтому, если у вас будут возникать вопросы, пишите в чате. Да? Да, если да. Ольга Викторовна успеет ответить на ваши вопросы прямо в эфире, то это будет в эфире. Если нет, то мы постараемся в чате ответить на все поступившие от вас запросы. Если будут идентичные, похожие, и мы посчитаем, что это достаточно большое количество, да, и на него требуется объемный ответ, то мы, безусловно, тогда постараемся провести дополнительный семинар-вебинар для того, чтобы донести до вас ответы на все поставленные вами вопросы. Сейчас я передаю слово Ольге Викторовне. Ольга Викторовна, пожалуйста, расскажите нашим уважаемым коллегам, да, что такое педагогический проект, для чего он нужен и почему наши педагоги все-таки должны там участвовать и как его все-таки грамотно написать. Да, мы будем это делать, попробуем обучиться. Спасибо, Наталья Александровна, за представление. Я хочу, сейчас Наталья Александровна уходит, к сожалению, от нас. Я подвинулась, чтобы быть по центру. Так, уважаемые коллеги, разрешите мне присоединиться к поздравлениям Натальи Александровны со всеми прошедшими праздниками, пожелать вам максимальной радости от того, что мы вообще есть на этом свете, и что есть наши близкие, замечательные, наши родные, и пусть им будет хорошо и радостно вместе с нами продолжать или быть в этом году. Итак, педагогический проект. Для начала мне бы хотелось зачитать вам небольшое такое изречение о том, какой должен быть учитель. Учитель самосовершенствуется всю жизнь. Ему недостаточно хорошо знать свой предмет, он должен прекрасно разбираться в педагогике и в детской психологии. Но кроме всего прочего, он еще должен и разбираться очень хорошо в инструментариях образовательной деятельности. Почему все-таки сегодня столько много внимания уделяется проектной деятельности? Ведь не только педагоги участвуют в проектной деятельности. В проектной деятельности включиться должны сегодня все участники образовательного процесса. И дети, я знаю, что и в начальной школе дети свои проекты разрабатывают, и старшеклассники участвуют в проектной деятельности и защищают свои проекты. А что же для учителя это? Почему это так важно? А простая очень проблема, очень простой ответ на этот вопрос. На сегодняшний день участие в проектной деятельности является одной из главных и ведущих компетенций при аттестации педагогического работника, при аттестации учителя. То есть, если вы показываете, что у вас есть определенные проекты, включаете эту работу в вашу аттестационную работу, значит, вы будете получать дополнительные баллы. И всем будет понятно, что вы современный педагог и владеете современным инструментарием образовательной деятельности. Итак,
Это нужно для того, чтобы защитить самих себя, защитить свою квалификацию, защитить свой профессиональный уровень, который, в общем, педагог-то обязан это делать, потому что он должен совершенствоваться, он должен развиваться. Его образование не заканчивается при получении диплома или получении свидетельства о повышении квалификации. Оно идет всегда. Так вот, проект и участие в проектной деятельности, оно и является доказательством того, что вы высококвалифицированный человек, высококвалифицированный профессионал. Вот, возвращаясь к словам Натальи Санны, хочу сказать, что мне вот так повезло, я была экспертом нескольких конкурсов, и как раз очень было обидно, самое главное, это обида за то, что работа идет большая, работа идет очень глубокая, меняются методы, меняются, наверное, не методы, меняются технологии, но человек по той или другой иной причине не может представить свой опыт достаточно презентабельным и доказуемым. И хотелось бы вот вместе с вами сегодня в этом во всем разобраться. Итак, давайте мы разберемся, что же такое проект. Проект – это, в переводе с латинского, означает «выброшенный вперед», «выступающий», «бросающийся в глаза». То есть, если вы разрабатываете какой-то педагогический проект и реализуете этот педагогический проект, значит, вы имеете право заявить окружающей педагогической общественности, не только педагогической общественности, но и родителям о том, что вы профессионал высокого уровня. Дальше. Мне бы хотелось еще сказать, чем отличается педагогический проект от педагогической программы. Педагогическая программа у нас сегодня с вами включает определенное содержание образования всех уровней и всех направлений. Вы возьмите образовательную программу вашего учреждения, и вы там увидите перечисление предметов, перечисление направлений работы, если это касается дошкольных образовательных учреждений. Да? А проект – это узконаправленная деятельность педагогическая. Там ставятся достаточно узкие цели образовательные. И если образовательная программа включает в себя опыт, не только там скольки-то лет, накопленный опыт человеческий, знание человеческое очень большого количества лет, поколений, то вот в проекте дается очень узконаправленное действие, узконаправленная работа, и в проекте мы с вами отражаем то, что бы мы хотели изменить. Образовательную программу мы изменить по содержанию с вами не можем. Она принимается на уровне образовательного учреждения. И еще раз говорю, она включает весь тот опыт, который накопило данное общество или данная, я не знаю, педагогическая, научная общественность, которую мы бы хотели передать нашим детям, нашим воспитанникам. А вот в проекте мы с вами включаем то, что мы хотели бы изменить. Поэтому проектировочная деятельность или проектная деятельность – это инновационная деятельность, то, что касается каких-то новых направлений в работе. Этот спор у нас спор шел довольно со специалистами давно. Обязательно ли это должно быть только новое что-то? Ведь, собственно говоря, в педагогике придумать что-то новое бывает очень сложно. Если вы нашли какой-то интересный опыт, вы нашли какой-то педагогический проект, познакомились с каким-то новым педагогическим проектом, и у вас эта деятельность, она не реализуется в вашем учреждении, она не была реализована в ваших условиях вашего образовательного учреждения, то для вашего образовательного учреждения этот проект будет инновационным. Если вы начинаете тиражировать этот опыт, тогда уже говорить о том, что повторяется этот опыт в вашем образовательном учреждении с учетом тех условий, которые у вас есть, тогда уже проектом считаться не будет. Тогда вы просто каким-то образом должны включить это в образовательную программу и будете этот инструмент использовать в образовательной программе. Вот такие отличия между проектом и программой.
Если образовательную программу мы с вами принимаем на уровне образовательного учреждения, то проект вы разрабатываете для себя. Естественно, ваш проект может пройти экспертизу внутри учреждения. Сегодня экспертную оценку вы можете получить и в управлении образованием. Я знаю, что вы ваши педагогические проекты можете представить на экспертизу любого уровня, даже если мы говорим о детях с ОВЗ, даже в Институте коррекционной педагогики. У них есть специальный экспертный совет, куда вы отправляете ваши материалы, они знакомятся с вашими материалами и потом дают вам экспертную оценку. Ну, конечно, лучше всего начинать с экспертной оценкой внутри вашего учреждения. У всех есть методические объединения, методические советы, в конце концов, педсоветы, на которые вы представляете ваш опыт. И доказываете, что вот тот инструмент, тот инновационный инструмент, который вы нашли, с которым вы познакомились и который бы вы хотели перенести в свою практику, он действительно ценен, он действительно результативен, и вы хотели бы доказать всем, что да, этот проект будет работать и в ваших условиях. Итак, если я на этот вопрос ответила, чем отличается проект от программы, то замечательно. Если что-то не ответила до конца, задавайте вопросы. Теперь давайте вернемся конкретно дальше к проекту. Итак, я зачитаю просто определение, чтобы не мучиться ни вас, ни себя. Педагогический проект – разработанная система и структура действий педагога для реализации конкретной педагогической задачи с учетом роли и места каждого действия, времени осуществления этих действий, их участников и условий, необходимых для эффективности всей системы действий в условиях имеющихся привлеченных ресурсов. Мы сегодня с вами будем говорить о проекте, и если кто-то будет отслеживать содержание так серьезно, да, то все это можно найти во ВГОСах. Весь консультационный сегодня материал, он основан на требованиях ВГОС любых уровней. Там, по сути дела, основные цели и задачи-то они одинаково звучат, одинаково сформулированы. Итак, педагогический проект. Мы с вами сегодня будем говорить главным образом о педагогическом проекте для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Что мы увидели, когда мы работали с вашими проектами? Мы увидели о том, что есть недостаточное понимание, кто такие дети с ОВЗ. Их на сегодняшний день в ГОС детей ОВЗ у нас дает 8 категорий детей с ОВЗ. Это дети с сенсорными нарушениями, с нарушениями слуха, с нарушениями зрения. Это дети с задержкой, тяжелыми нарушениями речи. Это дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Это дети с задержкой психического развития. Это дети с расстройствами аутистического спектра. Если кого-то не назвала, то откройте ВГОС. И есть еще второй ВГОС. ВГОС обучения умственно отсталых детей. Вот это то, что касается детей с нарушениями в развитии. Если мы с вами просто-напросто услышали мои формулировки, да, то вы услышали, что есть дети с нарушениями с сенсорными нарушениями зрения и слуха. И у них совершенно будут разные проявления. Для детей с нарушением зрения нам нужны определенные условия, нам нужны какие-то тактильные вещи, нам нужны специальная аппаратура, специальная и компьютерная техника для этих детей, где бы у нас был шрифт Брайля, где бы у нас были какие-то тактильные обозначения, знаки. Для детей с нарушением слуха нам опять нужны другие условия. Нам нужна активная петля, нам нужны звукоусиливающая аппаратура, нам нужны какие-то кабинеты специальные, где бы ребенок мог работать, ребенок с проблемами слуха мог бы работать и осваивать образовательную какую-то программу и осваивать те навыки, которым мы хотим его обучить. Если это дети с умственной отсталостью, значит, нам нужно понимать, что для этих детей опять нужны особые условия. Когда мы знакомились с вашими проектами, очень часто в названии проекта звучало формирование или обучение каких-то там навыков, знаний, умений у детей с ОВЗ.
Тогда давайте мы договоримся. Это что за дети? Если это ребенок с ДЦП, если это ребенок-колясочник, если у него проблемы, серьезные проблемы с моторикой, когда ему даже трудно удерживать что-то в руках, а мы включаем его в обучение шитью коми-сумок, тогда у меня вопрос, а как вы этот проект будете реализовывать? Вы будете делать все за ребенка? Или, может быть, мы его должны включить в другой проект педагогический? Найти вот то действие, тот навык и те умения, которым мы можем обучить этого ребенка. А обучать мы его сегодня обязаны. У нас сегодня закон с вами определяет бездискриминационное обучение. Тогда для этого ребенка нужен другой проект. Если мы работаем с вами, с детьми с умственной отсталостью, то как можно определить цели проекта развития мышления, развития психических процессов, а еще и поставить задачу развития воображения? Это как? Мы вообще представляем, у нас есть с вами представление при этом о психологических особенностях этого ребенка, этой категории детей. То есть, когда мы разрабатываем педагогический проект, мы очень четко должны знать, какие у нас цели стоят и чего мы хотим не от проекта, а от детей. Вот чем еще отличается проект от программы? Если мы когда осваиваем программу, у нас дети могут осваивать программу с учетом их способностей, да? Познавательных способностей, познавательной активности, они могут осваивать ее на разном уровне. Это будет показатель, оценка будет показатель того, на каком уровне ребенок осваивает эту программу. Если мы с вами разработали проект для конкретной категории детей с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью, значит, те цели и задачи, которые мы определили в этом проекте, этот ребенок должен реализовать. Мы должны увидеть, что да, он обучился тому, чему мы хотели его обучить. Если мы ставим целью педагогического проекта познакомить ребенка дошкольного возраста с ОВЗ, познакомить с животными Республики Коми, а потом в результатах мы выводим, что ребенок так и не освоил эту цель, он так и не запомнил животных, потому что у него программа определена 7.2, это ребенок с задержкой психического развития. И он не освоил. Тогда и проект у нас с вами для чего? Проект не реализован. Цели мы не реализовали. Если мы не реализовали цели, то мы не имеем права просто рассказывать о том, что это вот такой сложный ребенок, у него вот такие трудности, поэтому он не взял наш проект и не реализовал. Ребенок тут совершенно ни при чем. Здесь проблема взрослых. То есть мы с вами не познакомились с особенностями восприятия, с особенностями развития психических процессов детей с задержкой психического развития. Мы не познакомились с теми требованиями, с теми особыми образовательными потребностями, которые есть у этого ребенка. Мы не определили для себя его образовательные возможности. Как мы можем определить образовательные возможности у ребенка с ОВЗ? Это очень просто. У нас с вами прописано это во ВГОС, ОВЗ. Там написано один из главных принципов диагностический. Прежде чем какой-то проект начинать, если мы что-то хотим обучить, мы должны с вами определить, а на каком актуальном уровне сегодня находится этот ребенок. А какие у него проблемы. Если это ребенок с нарушением зрения, то мы никак не с вами проект, который направлен на формирование у него навыков шитья, просто не можем сделать. У нас с вами, может быть, еще нет всех условий, которые бы помогли нам с вами реализовать этот проект. Итак, тут, наверное, сделаю уже вывод. Говорить по этому поводу много, очень много о чем. Если у нас дети с вами с умственной отсталостью, то у нас не должно быть никаких заданий на воображение. Не могут просто в силу своих особенностей, своих особых образовательных возможностей эти дети эти задания выполнить не могут.
А если они у вас включены в проект, опять-таки, или вы не придете к цели, которую вы поставили, или вы вынуждены будете написать, что проект у вас не реализован. Вы не смогли его реализовать, потому что вы не учли всех особенностей детей. Так. Мы с вами сегодня, сказала в самом начале, что мы должны разобраться вообще в первую очередь, что такое дети с ОВЗ. И какие проекты для них могут быть приемлемы вообще. Можно ли вообще, вопрос тогда возникает вообще, можно какие-то педагогические проекты, да, можно, да, конечно, можно. Просто нужно очень хорошо знать образовательные потребности и образовательные возможности этих детей. Чему их можно научить? Обучать их можно и нужно. Первая причина – это закон, который нас заставляет это делать. Может быть, я неправильно подобрала слово «заставляет», который нас направляет на то, что нет необучаемых детей. Сегодня необучаемых детей нет. Искусство педагога, вспоминайте те слова, которые я вам прочитала, нужно очень хорошо, прежде чем дать свой предмет ребенку, передать свои знания и умения, передать знания и умения, нужно очень хорошо знать особенности, психологические особенности этого ребенка. А обучить можно любого. Но надо определить, чему и как. Мы с вами должны, во-первых, разобраться. Вот я вижу, сейчас идут вопросы по тому, какие бывают проекты. Мы попробуем пару минут посвятить тому, что такое теоретическим вопросам. Проекты по долгосрочности бывают разные. Кратковременные, средней длительности и длительные проекты. Да. Когда мы знакомились с проектами, в одном проекте был указан период со 2 по 9 класс. У меня возникло много вопросов. А как, когда возраст детей со 2 по 9 класс, это, во-первых, это очень большой период, во-вторых, проект не предполагал никаких оценок возрастных. Скажите, второклассник отличается от обучающегося 9 класса? Да, конечно, обучается. Да, отличается. Там вообще разное поведение. Там совершенно разная психология у этих детей. Как же мы их включили в один проект? Наверное, цель была показать долгосрочность проекта, но опять-таки не учли того, что дети-то разные. В разном возрасте, возрастные особенности очень сильно отличаются у детей 2 класса и 9 класса. Поэтому когда педагог разрабатывает свой педагогический проект, он в принципе планирует, за какое время он реализует ту цель, которую поставил. Теперь мы пару минут с вами поговорим о цели. Теоретические какие-то вещи попробуем обговорить. Цель. Если у нас цель проекта изучить литературу по данному вопросу, тогда возникает серьезная проблема. Вы изучили, а дальше-то что? А чему хотите научить? А что изменить хотите? Если мы сказали о том, что педагогический проект ставит перед собой цель изменить, дать какие-то новые инструменты, дать какое-то новое направление в педагогической деятельности, изучая литературу, вы что хотите изменить? Вы хотите изменить уровень своей профессиональной подготовленности. Да, замечательно, это здорово. Вы будете знать больше, у вас объем изменится представлений по данному предмету или по педагогической конкретной деятельности, по образовательной деятельности. И это будет хорошо. Вы измените самих себя. А проекты педагогически направлены на детей. Вы изучаете, а с детьми-то что произойдет? Как они изменятся? Что изменится в их деятельности? Если вы ставите задачу изменения условий для того, чтобы дети получали какие-то навыки, новые умения или развивали какие-то свои способности, тогда давайте зададимся вопросом, а условия кто создает? У нас по ВГОС с вами есть кадровые условия, у нас есть условия материально-технические, у нас есть финансовые условия, у нас есть условия содержания тоже в условиях. Итак, по ВГОС там написано 5 условий. Вы что можете изменить? Какие условия? Вы можете поменять предмет на развивающую среду. Да?
там что-то, какие-то изменения. Вы можете изменить финансовые условия? Нет, не можете. Вы можете изменить кадровые условия? Нет, вы создаете этот проект и поменять кого-то вместо себя. Вы это тоже не можете сделать. Это не ваши цели. Это цели руководителей, это цели администрации. И когда вы ставите такую задачу в проекте, тогда опять вы ее достигнете. Нет, не достигнете. Вы ее достичь не сможете. Какие еще у нас с вами были цели? Развитие психических процессов. Развитие психических процессов, развитие мышления, развитие. Если мы говорим о детях с ОВЗ, то у нас с вами, у всех, какую бы мы группу ни взяли, основная проблема – это с развитием восприятия. Проблема у всех этих детей, у них особенности восприятия есть, и особенности с развитием восприятия. С дифференциацией каких-то ощущений, дифференциацией каких-то... То есть они очень трудно воспринимают вообще качество окружающего мира и дифференцируют с трудом. И пока мы дойдем до развития мышления, а проект у вас вы рассчитываете на 4 месяца, и пишете, что мы разовьем за 4 месяца мышление, тогда как ничего не пишете о том, что вы делаете с ощущениями, с восприятием. Что вы делаете с вниманием этих детей? Как вы это мышление-то, если у нас с вами есть еще и безречевые дети, и пока у нас не будет, там идет одновременно развитие речи и развитие мышления, а он безречевой, тогда вы должны вначале нам показать, и себе показать, как меняется его речь, как развивается речь, а потом дойти до мышления. То есть такая цель просто невозможна. Развитие познавательной деятельности у детей с задержкой психического развития тоже проблематично. Если бы у него не было вот этой проблемы задержки психического развития, то с познавательной деятельностью было бы все здорово и классно. А они очень часто избирательно бывают нарушения. Он прекрасно работает на математике, он прекрасно будет реализовывать программу и осваивать, и реализовывать программу по тому же самому, по изобразительной деятельности на физкультуре, но у него будут огромные проблемы с письменной речью. Где будем решать эту задачу, которую вы поставили в своем проекте? Итак, цель – это планируемый результат. И всегда, если вы ставите целью изучения литературы, тогда скажите, пожалуйста, какой будет планируемый результат. Цель – это планируемый результат. Вы поставили цель, когда ваш проект закончился, вы должны увидеть, что вы эту цель реализовали. Цель всегда должна быть очень конкретная, это очень узконаправленное действие, это узконаправленная деятельность, которая никак не может касаться развития мышления. Цель всегда измеряема. Если вы определили для себя цель, значит, в процессе реализации проекта вы понимаете, вы ее реализуете или нет. Вы разработали этапы проекта, и по каждому этапу вы отмечаете, что у вас получилось, чего не получилось, потому что вам надо делать определенную корректировку вносить, менять. Может быть, вы запланировали цель, запланировали задачи, но у вас что-то не пошло, может быть, условия не соответствуют, может быть, нет тех условий, которые требуются для реализации этого проекта, и вы будете вынуждены менять. Цель, которую вы ставите перед собой в педагогическом проекте, должна быть конкретно, измеряема, достижима, и она должна основана быть на том уровне, с которым пришли к вам дети. Вы должны очень четко знать тот актуальный уровень развития тех детей, с которыми вы начинаете эту работу. Если у детей идет фонематическое недоразвитие, то цель, которая направлена на развитие речи, серьезные там какие-то, давайте сходу, наверное, не придумаем, попробуем,
когда вы ставите перед собой цель формирования навыков диалогической речи, не будет реализовано. Если у вас дети все с УНР, вам вначале надо убрать вот это, если мы с вами говорим о детях с ОВЗ. Мы с вами должны понять, на каком уровне они находятся, насколько эпикризных сроков они отстают, насколько задержка идет у этих детей. У нас иногда дети дошкольного возраста, старшего дошкольного возраста, в 7 лет они могут отставать, ну, страшно сказать, на 10 эпикризных сроков отставать. Что ж мы с ней проекты включаем? Надо посмотреть, на каком уровне он идет. И, может быть, когда мы говорим о ребенке с задержкой психического развития, да, не знакомить его со всеми животными коми края, потому что их очень много, а у него память слабенькая, он не может запомнить столько много. А вот научить, отобрать те методы и приемы, посредством которых мы можем этого ребенка научить отличать зайца от лисы, если это ребенок на много эпикризных сроков отстает, или отличить волка и собаку, потому что они очень похожи, надо серьезно разбираться в этом вопросе, и научить, какие методы и приемы у вас будут. Вот тогда этот проект будет реально выполним, реально исполним. Так, цели. А задачи – это уже тот инструмент, мы указываем в задачах те инструменты, посредством которых мы будем добиваться реализации нашей цели. Если вам нужно внесение каких-то новых атрибутов, внесение каких-то новых игрушек, игрового материала, тогда вы будете указывать. Если вам надо что-то изменить в процессе реализации вашего проекта в тех методах и приемах, которыми вы будете пользоваться, когда вы проходите какую-то определенную тему по своему предмету, тогда это объяснимо. То были очень интересные случаи, которые я даже тут озвучивать не буду. Когда люди путают, где цель, где задача и что вообще. Цель – это то, чего мы хотим достичь, то, чему мы хотим научить детей. А задача – это средства, которым мы будем этого добиваться. Я хочу просто добавить, очень сложно у нас идет не буду тут прям заниматься студенческой деятельностью, вот развивать, уважаемые коллеги, можно только психические процессы, но еще речь можно. Все остальное мы, собственно говоря, развить-то и не сможем. Так, ну поехали. Типы проектов. Буду пользоваться шпаргалкой, чтобы лишних слов не говорить особенно, потому что у нас уже с вами половина нашей лекции прошла. Итак, типы проектов. Перечисляю все типы. Это исследовательский проект, это творческий проект, игровые проекты, информационные проекты и практикоориентированные проекты. Мне хочется сказать пару слов о исследовательских проектах и вернуться вот как раз к проектам, которые мы получили на экспертизу. Вы знаете, было удивительно, когда мы знакомились с этими проектами, мы видели все. Мы видели дипломные работы, мы видели курсовые работы, мы видели статьи, касающиеся какого-то определенного вопроса. На проект по структуре они, конечно, не походили. Мы видели, что в проекте люди выдвигают какие-то гипотезы. Гипотезы – это ведь предположение, да? И если я в проекте прописываю предположение, то значит я ведь могу не добиться результата. То есть цель моего проекта не будет реализована. Предположение, мы все знаем с вами такую фразу, отрицательный результат – это тоже результат. И если в процессе реализации проекта я не получила того, чего я хотела, тогда, может быть, гипотеза моя она неправильно сформулирована или не имеет места здесь быть. Поэтому, уважаемые коллеги, дипломные работы, даже если вы удачно их защитили, даже если они получили высокую оценку при защите, они никак не могут называться педагогическим проектом. То же самое про курсовые работы. То же самое про конспекты занятий. Это не является образовательным
проектам, педагогическим проектам. Но есть исследовательские педагогические проекты. Вот там ставится цель исследования. Проект должен быть очень хорошо продуман в рамках исследовательской деятельности, которую вы в этот проект включаете. И опять, результат, который вы получаете, должен соответствовать цели. Там гипотеза, там отрицательного результата быть не должно. Если мы хотим, работая с детьми, чтобы они сделали какой-то определенный вывод по тому предмету, по которому мы занимаемся, мне очень трудно примеры вот сегодня приводить, потому что я думаю, что у нас в аудитории есть разные люди, и дошкольники, и специалисты начальной школы, средней школы, то есть какие-то вот такие понятные для всех примеры приводить очень трудно. Ну, давайте как-то будем договариваться. Мы с вами можем включить и экспериментальные цели, но прописать их так, чтобы в конечной цели было написано, что мы в результате этого эксперимента. Ну, представьте, я дошкольный работник, у меня вот так сразу на ум приходит такая цель. Познакомить, то есть дать представление детям о том, что снег есть нельзя, потому что он грязный. И вот этот проект мы разработали. Это, конечно, будет кратковременный проект, это безусловно. Мы проводим несколько экспериментов со снегом, да, когда дети реально видят, что снег грязный, что в нем много сегодня, особенно сегодня, всяких примесей, которые не являются полезными для человека. И вообще как-то бы лучше обойтись без того, чтобы есть снег. А любимое дело детей какое? Сосульку где-то оторвать, да, и эту сосульку попробовать. Ну, любят они это. Кроме того, это их обязанность исследовать окружающий мир. Вот они таким образом и исследуют. Но нам-то не надо сделать из этого привычку. Но один раз попробовал и попробовал. Узнал, что он палит во рту и так далее. Но в результате исследовательской деятельности, в результате экспериментов, ребенок должен прийти к выводу, что снег есть нельзя. И если у вас в группе дети перестали есть снег и прятаться для того, чтобы погрызть сосульку, значит, ваш проект педагогический реализован. И вы молодец. У вас все получилось. Может быть, пример несколько такой, смешной, но вот в голову мне пришел. Прошу прощения. Так. Примером исследовательского проекта может быть эссе, исследовательский реферат. Дошкольники не напишут реферат, но нарисовать вам какую-то рекомендацию, почему снег нельзя есть, они могут. И потом дома рассказать это все. А потом, может быть, с родителями сделать презентацию по тем экспериментам, которые вы провели. Они это могут вполне. И это будет педагогический проект. Вы изменили, вы не просто детям рассказываете, толдычите им, что нельзя снег есть, а вы формируете у них представление, почему это нельзя. И если они поняли, другое дело, может быть, нам надо подумать, как нам действовать с детьми с ОВЗ, как им это объяснить, чтобы они тоже поняли. Но это несложно, я думаю, детям даже ОВЗ организовать с ними эту работу. Но мы должны учесть, что работа с детьми с ОВЗ будет более длительна. Нам нужно многократное повторение этих экспериментов, многократное повторение того, чего мы хотим добиться, и тогда мы получим результат. Итак, исследовательские проекты имеют место быть. Творческие проекты. Творческие проекты очень сложные. Почему? Потому что мы не можем сразу с вами заложить в результат этого проекта. Мы не всегда можем предположить, куда пойдет творческий проект, потому что мы не всегда знаем творческие способности ребенка или группы детей. Поэтому тут цель мы определяем, реализуемую, измеряемую, но цель может быть не такая конкретная, как при других проектах. Пример творческого проекта
творческого педагогического проекта может быть газета, видеофильм, спортивная игра, подготовка выставки. Посмотрите, какое разнообразие. А сегодня у нас с вами возможности есть разные. Если у нас с вами идет подготовка к Новому году, мы с вами можем создать вместе с детьми, у нас есть компьютеры практически во всех классах, практически во всех группах, создать с детьми фильм, видеофильм о том, как все читают стихотворение. Вот прочитать стихотворение про Новый год на утреннике сложно, потому что там много факторов, которые отвлекают ребенка, там Дед Мороз, там ребенок эмоционально перегружен, он эмоционально сложное у него такое состояние на утреннике. А вот когда он читает стихотворение на запись, вы можете там что-то исправить, что-то изменить, а потом вот этот видеофильм подарить родителям к Новому году. И тот ребенок, которого у вас год, два, полтора, у него было плохое звукопроизношение, а здесь он замечательно прочитал стихотворение, результат будет? Да, будет. Ребенок увидит, что есть результат, да, увидит, а родители их не увидят. Поэтому творческий проект имеет место быть. Но по творческому проекту очень сложно определить время, вот эту продолжительность. Когда у ребенка произойдут эти изменения, когда мы разовьем у него те способности, которые в нем заложены. И создать выставку рисунков, создать выставку аппликаций. Ну, я не говорю уже о детях младшей школы. Там ведь тоже можно выставку, и с этой выставкой пройтись по школе, представить эту выставку, результат работы. И каждый ребенок будет знать, что есть там моя работа. И это будет менять его отношение к учебной деятельности. Это будет делать его более активным и будет способствовать тому, чтобы он развивался и хотел дальше чем-то активно заниматься. Вот это и будет результат педагогического проекта. Говорю, что творческий проект – это очень сложный проект по определению сроков, по определению этапности реализации проекта, по определению результативности. Тут нельзя сравнивать. Если вот мы когда с вами другие проекты реализуем, научился, не научился, умеет, не умеет, да? То в творческом проекте там нельзя сказать, плохо научился или хорошо научился. Ну уж какие у кого способности. Кто-то хорошо поет, а кто-то, извините меня, кому-то медведь на ухо наступил, поэтому у него проблемы будет с пением. Да? И вот когда у нас будет творческий проект обозначен концертом, там надо нам подумать, как кого куда включить, чтобы каждый ребенок мог показать, что он замечательный артист. Игровые проекты. И если мы с вами думаем, что игровые проекты касаются только детей дошкольного возраста, мы очень сильно ошибаемся. Мы с вами, взрослые, игровой деятельностью занимаемся? Да, занимаемся. Нам интересно играть в игры? Да, интересно. Сегодня масса игр придумана для взрослых, ролевых игр, настольных игр, как угодно, где взрослый человек тоже реализует какие-то свои способности и какие-то свои потребности. Так вот, игровые образовательные проекты в первую очередь, конечно, актуальны для дошкольников. Когда мы хотим внести какую-то ролевую игру в группе, эта игра должна пройти через проект. Мы разрабатываем, педагоги, воспитатели, и не только воспитатели, там могут принимать в разработке проекта и музыкальные руководители, и специалисты по коррекции. Особенно мы с вами понимаем, что это касается детей с УВЗ. Когда мы пытаемся образовательные педагогические проекты только на уровне знаний, на объеме знаний, то наши проекты будут не столь успешны. Если мы для детей с УВЗ будем включать в педагогический проект игровой, там у нас будет результат значительно выше. Даже если это касается детей с ранним детским аутизмом.
Если ребенок будет наблюдать, просто наблюдать за игрой, и когда-то будет стараться или выразить желание включиться в эту игру, то это будет огромнейший результат вашей проектной деятельности. Когда он не будет кидаться на пол, когда он не будет кричать и так далее. В игровые проекты детей с УВЗ надо включать в первую очередь. И я думаю, что и в начальной школе игровые проекты будут достаточно актуальны, потому что там все-таки, особенно когда это дело касается 1-2 класс, то они там будут актуальны, игровые проекты. Так, следующий проект – это информация. Подождите. Сейчас. Пример – это сценарий праздника. Примеры игровых проектов. Сценарий праздника, фрагмент урока, программа мероприятий, фрагмент педагогических мероприятий. Посмотрите, то есть вот данный вид проекта позволяет педагогу включать как фрагмент. То есть не обязательно это должен быть какой-то проект там, на сколько-то месяцев или на сколько-то лет, а это может быть проект для одного мероприятия. И это уже будет проектная деятельность. Вы уже показываете, что вы умеете владеть вы владеете проектной технологией, даже если вы включили как часть мероприятия. Итак, информационные проекты. Это проект, направленный на сбор информации о каком-то объекте. Ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ, обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. Вот когда вы, знаете, у нас сейчас было много таких проектов, наверное, которые были посвящены юбилею Республики Коми. Да? Вот там ведь можно было собирать материал, информацию по любому направлению. И поэтому потом эту информацию можно было собирать и сделать какую-то, я не знаю, энциклопедию для всех. И это будет проект, это будет реальный педагогический проект. Вот приведу один пример, но это из личной практики. Когда мы с детьми работаем по коррекции звукопроизношения, да, я даю такое задание на дом, чтобы ребенок работал, когда автоматизируем звук, чтобы ребенок работал с буквой. Он эту букву должен обвести, он ее должен заштриховать, он ее должен или закрасить, как угодно. Можно несколько букв. Штрихуем горизонтально, вертикально, косыми линиями, как угодно. Потом мы эту букву вырезаем, потом мы эту букву наклеиваем в другую тетрадочку или в блокнот, и таким образом у нас накапливается так называемый букварь или азбука. То есть мы сами делаем этот букварь. Когда ребенок поработал вот таким образом с буквой, и результатом будет вот этот самый букварь, который сделал он, ребенок, то я думаю, что эту работу можно тоже отнести к проектной деятельности. Итак, информационные проекты – это сообщения, доклады, страницы педагогического сайта. Вы вполне можете дать задание родителям вместе с детьми эту страничку или оформить, или организовать. Я думаю, сегодня у нас родители, они достаточно продвинутые в этом направлении и помогут с ребенком, и будут участвовать в вашем педагогическом проекте. Медиапроекты, ну, это большие проекты, когда касается решения серьезных вопросов, и педагогические блоги. Вот если вы сегодня можете работать в этой области и технически вы подкованы, то вполне можете эти проекты разработать и реализовывать их. Потому что мы с вами знаем, что детей от компьютера за уши оторвать трудно. А вот дать им там работу, регламентировать и по времени, и по содержанию, я думаю, будет только польза для детей, если они будут ваши задания вот эти выполнять. Если у нас с вами мы можем объявить просто-напросто какой-то фестиваль энциклопедий,
Да? И когда дети принесут нам энциклопедии, и потом из этих энциклопедий мы учим получать какую-то информацию, аккумулировать эту информацию и создать энциклопедию своего собственного класса, это тоже будет информационный проект. Так, практикоориентированные проекты. Ну вот основное количество проектов, которые представили нам педагоги, они как раз были практикоориентированные. Я просто назову вам примеры этих. Например, проект закона. Может быть у нас в классе и в группе какой-то кодекс закона принят? Да, может. Проект мы сложим с вами. Проект закона в поведении за столом. Когда мы не просто учим правила поведения, а когда мы эти законы сами вырабатываем. Да еще и сами иллюстрируем. Да тогда не надо будет педагогу повторять одно и то же многократно. А дети, вот этот закон, он просто у вас будет. Проект закона, справочный материал, программа действий, совместная экспедиция, наглядное пособие, методические разработки, учебные пособия по внеурочной деятельности, электронная версия обучающей программы. Естественно, тут нужно учитывать возраст детей, в чем они могут, какие дети какого возраста, в каком проекте могут принимать участие, и их, опять-таки, имеющиеся у них навыки. И для них эта работа будет интересна. А главное, что в это время устанавливается определенные взаимоотношения с детьми. То есть мы с вами перестаем быть вот теми самыми командирами, которые дают только распоряжения и указания. Вот как раз при реализации проектов, в процессе проектной деятельности и устанавливается субъектно-субъектные отношения. То, что, собственно говоря, нам приписывает сегодня законы в ГОС. И когда мы реализуем проект, мы тоже с вами реализуем один из ведущих принципов в ГОС – это индивидуализация. У нас каждый ребенок с вами может принять участие на том уровне в проекте, на который у него для этого есть возможности. С учетом его особых образовательных потребностей и с учетом его образовательных возможностей. И тогда любой ребенок с любыми поражениями здоровья может быть. Он поймет, что он нужен, он поймет, что он успешен, он поймет, что его никуда не задвигают, он не сидит тихонечко. Ведь когда мы говорим сегодня, что у нас инклюзия, прям инклюзия, мы приняли ребенка в класс с проблемами, и он у нас сидит в уголочке и боится оторваться от слова, потому что его или дразнить будут, или его каким-то образом обидят, это не инклюзия. Инклюзия, когда вот все дети с нарушениями развития активны в освоении и реализации образовательной программы. И когда у нас есть такой инструмент, как проект, индивидуальный проект, коллективный проект, это уже не важно. Но тогда, когда мы позволяем ребенку быть активным, когда мы включаем ребенка в активную деятельность, вот тогда и реализуется проектный. Мне вот сделали замечание, что я чего-то не то говорю. Так, ну что. И у нас осталась с вами последняя теоретическая часть. То, что касается структуры педагогического проекта. Из чего состоит педагогический проект. Какие структурные компоненты мы должны отражать, когда мы, собственно говоря, и разрабатываем и прописываем проект. Первое. Это титульный лист. На титульном листе мы с вами показываем те данные нашего образовательного учреждения. Мы указываем наши с вами данные, как нас зовут, нашу профессию и, наверное, категорийность. Да? Дальше мы указываем, в каком городе мы живем, где мы конкретно находимся и к какому управлению образования мы относимся. Так, второе. Это краткая аннотация проекта, не более половины листа. Здесь вы указываете, с какой проблемой вы встретились в вашей педагогической практике и каким образом вы будете решать эту проблему посредством данного педагогического проекта. Все, не более пол-листа. Так, дальше вы прописываете анализ. Нам нужна с вами аналитическая записка в проекте. Вы в анализе еще раз
прорабатываете те проблемы, которые существуют или в коллективе, или с данным ребенком, если у вас индивидуальный педагогический проект, а такое имеет право тоже быть. Да? Вы прописываете степень актуальности, насколько это актуально. Вы прописываете соответствие современным целям, задачам и логике развития образования. То есть вы должны показать, что ваш педагогический проект находится в рамках современного образовательного процесса. Так, третье, что мы с вами делаем, четвертое, это прописываем цели и задачи. Вот это самое трудное. Насколько мы с вами проработаем, обговорим цель, настолько, собственно говоря, мы с вами и реализуем ее. И успешность нашего проекта будет зависеть от той цели. Цели и задачи конкретных целей, которые ставятся перед решением той работы, которую мы начинаем с вами. Задачи, которые нам помогут решить эту конкретную цель. Далее. Основное содержание проекта. Мы прописываем те методы и приемы. По сути дела, прописываем ту дорожную карту, по которой мы будем идти. Мы прописываем с вами в этой части информацию о проекте, что мы хотим в конечном итоге, как мы будем это реализовывать. Дальше, следующим пунктом будут те ресурсы, которые мы с вами используем при реализации. Это и время, вот тут был вопрос, на какое время это вы решаете, какой по долгосрочности, по времени будет ваш проект. Вы решаете, за какое время вы реализуете ту цель, которую перед собой поставили. Проекты бывают краткосрочные, средней длительности и долгосрочные. И если вы где-то будете искать материал, ну, вот я для себя могу решить, за какое время я это реализую. Если у меня, мы с вами сейчас посмотрели, если мы выбираем с вами творческий проект, тогда это будет более длительный проект. Да? Если это будет у нас с вами игровой проект, то есть я ввожу какую-то ролевую игру в группу, тогда это будет проект, ну, месяца на 2. Если это у меня информационный проект, мы о каком-то животном собираем информацию или о каком-то событии историческом собираем информацию, тогда проект будет, ну, буквально на несколько дней, на неделю, я не знаю. То есть вот, по долгосрочности это вы определяете. Просто вы прописываете вот в этой программе, в проекте вы прописываете, почему вам нужно столько времени, каким проектом является, и вы доказываете, вы аргументируете, приводите аргумент, почему вам нужно именно столько времени. Вы же имеете право вносить корректировки в проект. Если у вас эти сроки вам не удалось реализовать, значит, вы можете ведь внести коррективы. А если вы реализовали проект быстрее, чем вы опять-таки вносите коррективы. Тогда, когда вы представляете на печать или на презентацию ваш проект. Итак, кадровые условия, кадровые ресурсы, кто участвует в вашем проекте, в реализации вашего проекта. Понятно, что у нас могут много специалистов участвовать, особенно когда мы говорим о детях с ОВЗ. Вы не можете работать, если это ребенок с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, вы не можете работать без дефектолога. Если это ребенок с тяжелыми речевыми нарушениями, вам необходимо, чтобы в вашем проекте участвовал логопед. Если это ребенок с нарушениями зрения, тогда вам нужен тифлопедагог. Да? Если это ребенок с нарушениями слуха, тогда необходима помощь сурдопедагога. То есть кто конкретно? И конкретно с детьми с ОВЗ. Так, вы определяете в вашем проекте партнеров, которые будут помогать вам реализовывать этот проект. Я хочу сказать, что родители – это участники проекта. И очень бы хотелось, чтобы в вашем проекте роль родителей была прописана. Когда они не просто выполняют ваши поручения, а первое, они же должны познакомиться с этим проектом. Они должны же увидеть, чему вы обучаете детей. И вы вместе, я не знаю, как на родительском собрании, просто на встрече какой-то, определяете, они тоже ведь должны быть активными участниками проекта. А не только когда мы прописываем, что мы дали задание маме такое, мы дали папе такое задание. Почему только задание-то? Вы прописываете, они вам могут столько предложений
внести в ваш проект по тому, как они будут участвовать и что они будут реализовывать. Я думаю, что это не просто исполнители, это ваши помощники, активные участники вашего проекта. И вам это все надо прописать. Естественно, обязательно мы указываем целевую аудиторию. То есть вы прописываете, вот не просто пишете дети с ОВЗ, а какой нозологической группы, в какую входит, какое нарушение у этого ребенка. Если это ребенок с нарушением слуха, у него есть имплант, у него есть аппараты. Что нужно для этого ребенка? Какие условия, если у него ДЦП, какие условия нужны для этого ребенка? И как вы это будете реализовывать в проекте? Как вы будете учитывать при реализации проекта, что это ребенок с детским церебральным параличом? А если это ребенок с расстройствами аутистического спектра, какие у вас есть возможности для того, чтобы переключать ребенка? Есть ли у вас ресурсный класс в вашем образовательном учреждении, где ребенок будет отдыхать? Есть ли у вас зона отдыха для этого ребенка? Как этот ребенок будет участвовать в вашем проекте? Прописываете всю целевую аудиторию. Как будут участвовать нормотипичные дети, те, которые развиваются нормативно в вашем проекте, если ваш проект касается только детей с УВЗ. Там ведь все равно дети-то нормативно развивающиеся должны участвовать. И вы определяете им ту роль, которую они будут выполнять. Потому что у нас инклюзия должна в конечном итоге завоевать образовательное пространство. Не отдельно, а у нас с вами стоят задачи социализации и задачи формирования взаимодействия детей с ОВЗ и инвалидностью и нормативно развивающихся детей. Вот это все, если у вас проект касается детей с ОВЗ и имеющих инвалидности, значит, это все должно быть прописано. Так, ну и в основное содержание, конечно, входит план-график. Там у нас весь проект должен быть расписан поэтапно и результативность каждого этапа. Мы прописываем предполагаемый результат каждого этапа. Для чего нам это надо? Мы с вами реализовали первый этап. У нас не получилось, мы не вписались в те сроки, которые мы себе определили. Мы имеем полное право внести коррективы. Или увеличить время. Или что-то, может быть, изменить то, что касается среды, в которой мы реализуем этот проект. То есть этапы, их может быть сколько угодно. Это вы определяете, сколько этапов пройдет до того момента. Другое дело, мы с вами туда обязательно включаем административный ресурс, потому что вы проекты ведь представляете на методическую экспертизу, да? Вы можете защищать этот проект и на педсовете предварительной защиты, то есть вы говорите о том, что вы планируете делать. Итак, обязательно, это обязательная часть, мы прописываем ожидаемый результат. Мы прописываем социальный эффект. То есть не просто научиться вышивать, не просто научиться делать тесто для выпечки, да? А какой социальный проект, социальный результат вы какой ждете? Потому что социализация – это опять-таки один из ведущих принципов ВОС. Как ребенок войдет в жизнь, во взрослую, он же должен взаимодействовать. Вот и какой эффект вы хотите получить от вашего проекта? Именно социальный. Дальше мы с вами прописываем перспективы нашего проекта. Чего мы хотим? Кого мы хотим познакомить с нашим проектом? Где мы хотим транслировать наш проект? И вот это в проекте вы указываете. Дальнейшая судьба вашего проекта. Вы реализовали проект, вы реализовали поставленную цель, вы получили результат, ожидаемые результаты соответствуют реальному результату. Социальный эффект вы получили того, что изменились взаимоотношения в классе, изменилась активность ребенка с серьезными нарушениями здоровья. Он стал активный, он стал более контактный, коммуникабельный. Вы это все прописали. А кого вы хотите познакомить с этим? Где вы хотите свой проект еще защитить? Вы кому-то хотите переслать? Вот это все прописывайте в проекте. Ну и последнее, то, что называется информационно-методические ресурсы.
Мы с вами, как правило, в наших проектах указываем литературу. Но сегодня еще и информация, которую мы получили в компьютере. У нас нет, смотрите, здесь нет слова литература. Здесь нет слова информационные источники. Здесь слова информационно-методические ресурсы. Уважаемые коллеги, вы проходите курсовую подготовку. Вы участвуете в каких-то семинарах. Сегодня масса семинаров, на которых вы получаете профессиональную подготовку. Так укажите это тоже все. Еще раз, информационно-методические ресурсы. Да? Мы там указываем все. Не просто литературу, мы указываем не просто информацию, которую мы получили в интернете. Укажите, пожалуйста, там вебинары, в которых, вот сегодняшний вебинар, да? Вебинары, в которых вы участвуете. У вас есть сертификаты на все это? Вы же получите сертификат по результатам вебинара. Укажите, в каких семинарах вы участвовали. А для этого у вас есть, вас посылают, вам пишут приказы, что вы где-то должны участвовать. И это все идет в ваше портфолио. И это вы все указываете в проекте вашего педагогического или в вашем педагогическом проекте. Это показатели вашей профессиональной подготовки, вашего профессионализма. Ну и последнее приложение. Я просто перечислю, что может быть в приложении. И пояснений никаких, собственно говоря, давать не буду. В приложении вы можете учебно-тематический план представить, структура раздаточных материалов. А сегодня мы с вами прекрасно по раздаточному материалу пользуемся фотографией. Тематику. Вы можете указать там те публикации, которые вы планируете сделать, какие вы хотите, куда отослать свою работу хотите, кому хотите представить свой проект. И вы слышали сегодня, Наталья Александровна сказала, у нас в институте есть такое, я не скажу, но сложно подобрать слово. То есть вы можете прислать в институт свой опыт, да, и там ваш опыт будет зафиксирован, там будет, и с вашим опытом будут знакомиться другие педагоги. Когда вам скажут, ваша практика значима, ваша практика интересна, и мы с удовольствием ее представим в архивах института. Итак, что нам интересно еще? Тематика занятий. Конспекты занятий, если таковые есть, какие-то консультации, если таковые есть по проекту. Вы же работали с родителями, даете какие-то задания родителям. То есть это все может быть представлено в проекте, в педагогическом проекте. Так, я теперь, вот у меня материал закончился, да? Заканчиваю опять красивыми словами. Учитель – профессия довольно сложная. Нужно не только уметь интересно подать материал, но и организовать работу детей. Учитель должен обладать моральной выдержкой и тактом хорошо знать свой предмет. Вот педагогический проект и позволяет реализовать вот все, что сказано в этих красивых словах. Я сейчас пару минут посмотрю вопросы. Так. Мы уже с вами и так время перебрали. Если есть вопросы. Ну, во-первых, спасибо вам за внимание, за участие. Если было полезно, то это очень хорошо. Если ответила на все ваши вопросы. Так, вот у меня пока никаких так. Нет. Это... Так вот. Смотрю. Вопрос. Проект разрабатывается на год или на уровень? На уровень, это что вы имеете в виду? Уровни образования или уровни развития детей? Проект разрабатывается, я вам сказала, срок зависит от вас, вы устанавливаете срок.
вы решаете, за какой срок вы реализуете ту цель, которую вы поставили перед собой. Какой это будет краткосрочный, долгосрочный, никто не может за вас решить. Это только вы. Потому что только вы знаете, какие условия у вас. Это только вы знаете уровень развития детей, на каком уровне находится, или уровень развития ребенка. За вас никто это не решит. Мы ваши условия не знаем. Условия знаете только вы. Что такое уровни образования? Уровни, простите, это вопрос или ответ на вопрос? Ну вот, коллеги, вопросов я один только вопрос увидела. Ну вот у меня все. Если была вам полезна, то я этому очень рада. Мы планируем, что мы в этом году будем заниматься методическими вопросами, и следите за объявлениями за нашими, и приглашаю вас к дальнейшему сотрудничеству. Спасибо за то, что вы приняли участие в нашей работе. Всего доброго, до свидания.